Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Жилмин. В столице Якутии установились достаточно стойкие морозы, ниже 50 градусов. Но глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев посетил квартал Звездный. Но одним из самых главных, на мой взгляд, объектов все-таки является 7-й водоузел акционерного общества «Водоканал». Я нахожусь на водоузле водоканала в микрорайоне Звездном городского округа, город Якутск. Все вот эти трубы, вентиляция, газопровод, отопление полностью сделано нашими службами. Объект такой хороший, тут полностью автоматизировано. Здесь раньше было озеро, мы выкачали вот это озеро полностью вынули грунт 38 тысяч кубов, забили сваи 19 метров в обсадных трубах диаметром 630, да? Все обратно засыпали сухим речным песком полностью. И вот построили вот эту коробку, построили две емкости по 2000 кубов. Значит, станция рассчитана на 24 тысячи кубов в сутки. Это почти полгорода. Заявленная мощность, конечно, полностью принадлежит РИА, который строит квартал Звездный. Но я думаю, здесь все-таки в любом случае останутся мощности. У нас данный водоузел строится в рамках договора техпресса, который мы в свое время заключили с водоканалом в рамках обеспечения полностью всей инфраструктуры данного микрорайона. Денежные средства у нас получат это федеральные и БК. То есть у нас, скажем так, здесь полное инфраструктурное меню применено, и мы его максимально освоили по большому счету. Водоканал у нас в этой части тоже очень большую работу провел, потому что то, что они подвели сюда водоузел, он обеспечивает у нас, соответственно, котельную, которая обеспечивает, опять же, теплом полностью весь микрорайон и в будущем будет обеспечивать. Также этот водоузел рассчитан с учетом того, что здесь в последующем застроится вся территория и плюс переподключится существующая. Такого партнера, как мы, наверное, найти очень сложно. Зная, что здесь национальные проекты, да, по переселению и так далее, поэтому мы пошли вот на такой шаг, взять кредит и за счет собственных средств полностью построить вот этот объект. Нам, конечно, сегодня достаточно тяжело финансов в части, значит, оборотных средств, да, и правительство, и РИА обещают этот вопрос решить. Назначил он открытие на 22 же декабря, да? Решение как бы на ввод мы получили 30 сентября. После этого, конечно же, были пусконаладочные работы. Вода отсюда подается уже по постоянной схеме. Любой объект надо официально открыть, чтобы какая-то дата была, что с этой даты этот объект работает полноценно. Анатолий Крыжигасов, генеральный директор Якутского водоканала, немного рассказал о квартале спортивном и о развитии его с точки зрения водоснабжения. На 17-м квартале у нас там, в принципе, рядом водоузлы есть. Это водоузел номер 6 по Жарницкого, водоузел, значит, Портовская. Они, в принципе, рядом со спортивным микрорайоном, да, и поэтому там мы планируем строить водонасосные станции и 2 КНСки. Ну и, конечно же, надо будет перелопатить сети. И самая болевая точка – это канализование. Поэтому, если у нас по Хатыно-Уральскому шоссе водовод уже есть, то мы предложили, значит, еще построить от кольца, значит, по Вилюйскому тракту до кольца, где строительное, да, построить 4-й коллектор. Это уже, как говорится, веление времени. Не удержались, попросили прокомментировать жалобы жителей квартала Звездный, когда из 2 кранов идет горячая вода. Ну, это, скорее всего, даже не котельщиков, это, скорее всего, управляющих компаний. Почему? Потому что, по этажам, если пробежаться, у кого-то, скорее всего, смеситель сломался и передавливает холодную воду, там, горячая вода. Обычно так и бывает. Мы воду
магистраль подаем не более 10 градусов. А по факту это цифра где-то 6-7 градусов, даже 5 градусов. Поэтому мы, как водоканал, никак не можем подать горячую воду. Якутский водоканал открыл новый центр обслуживания населения, где можно получить все услуги Якутского водоканала. У нас открылся новый центр обслуживания абонентов, в котором вы можете получить полный комплекс услуг. Можете оплатить за услуги АО «Водоканал» холодное водоснабжение, водоотведение, получить консультацию юриста, заключить договор реструктуризации и также встретиться с инспекцией АО «Водоканал» для решения любых вопросов. Обязательно нужно оплачивать до 10 числа следующего за расчетным месяцем, передавать показания с 20 по 25 число любым способом, через колл-центр, через личный кабинет. Также у нас есть ящики для приема показаний. И своевременно вносить оплату. Частный сектор у нас активно подключается. Ежедневно у нас заключаются договора с частным сектором на техприсоединение, ну и на услуги холодное водоснабжение и водоотведение. С коллектива нашего министерства со словами благодарности и уважения управления не только от нашего министерства, но и в целом от отрасли. Ведь наша отрасль, по сути своей, является после промышленности второй по количеству работников. Да, более 20 тысяч работников в отрасли работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике. Сегодня мы уже имеем свой очень такой комфортабельный для населения в первую очередь объект. Мы этот объект ремонтировали практически год, наверное. И самое удобное – это отдельный вход. В Центре обслуживания населения Якутского водоканала мы поинтересовались, какие существуют льготы для семей и участников специальной военной операции. Для семей участников специальной военной операции у нас льгота предоставляется по списанию пеней, при остановлении пеней начисления. Да, к семьям участника специальной военной операции относятся супруга, дети, отец, мать первой линии. Для участника самого, если не установлены приборы учета, соответственно, в квартире начисление идет по нормативу, производится перерасчет. На время, когда он пребывает на специальной военной операции. То есть он должен предоставить нам справку с военкомата, что он участник специальной военной операции, форму 3 и выписку из ИГРН. По этим документам мы делаем перерасчет. Вот только ввели изменения именно для участников специальной военной операции. А так у нас, конечно, обязательное оприборивание по программе энергоэффективности. Да? Если приборы учета не стоят в квартире, люди куда-то уезжают, приносят авиабилеты, да, это по старой памяти. Сейчас такие перерасчеты не делаются. 507-248, номер колл-центра. Через него можно передать показания с 20 по 25 число, и также задать интересующие вопросы. Оказывается, не только льготы семьям участников специальной военной операции необходимы, но и необходимо простое внимание властей. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Я нахожусь в селе Амга. На улице утром было 56, сейчас 52 градуса мороза. Сегодня я с уполномоченным по правам человека Сарданой Михайловной Гурьевой посетили по жалобе дом по улице Ленина, 11. Здесь проживает мать погибшего бойца СВО. У меня 5 детей, и мои сыновья 2 участника СВО. Одного я недавно похоронила, второго пропавший без вести жду. Живу в этой квартире. Сначала было очень холодно, 2-5 градусов. Сейчас в данное время у меня 10-13 градусов. У меня из этой сырости, у меня астма, я стою на учет с астмой, и у меня частые простудные заболевания из этого дома. Чувствительные для наших семей участников специальной военной операции вопросы всегда находятся на особом контроле. И мы, конечно, поддерживаем решения, которые принимаются на уровне главы республики, правительства, парламента. И, безусловно, мы тоже проводим мониторинг, как проводится конкретная работа
по защите прав участников специальной военной операции и их семей. Мы инициировали совещание на уровне главы Амгинского района. Есть технологии, которые принимаются с учетом соблюдения пожарных требований, пожарной безопасности, дополнительное отопление. Сейчас возмещение производится за счет средств местного бюджета села Амга. Это тоже очень важно. Мы попросили взять на контроль главу Амгинского района и плюс, конечно, соответствующие службы, это управляющие компании, и ЖКХ, и село Амга, все под карандаш записали, и вопрос он будет находиться на контроле и на нашем контроле государственного органа, уполномоченный по правам человека в республике аппарат и, безусловно, районной администрации до достижения результата. Вот насчет квартиры Артемьевой Анны Григорьевны мы сегодня обсудили совместно с Арданой Михайловной, и в том числе с прокурором района, и руководители ответственных организаций и учреждений были. Но мы сейчас приняли краткосрочный план. Сейчас будем с помощью электричества будем запустить тепло. А летом уже будем делать конкретный капремонт с фондом или там, ну, посмотрим, как это мы будем сделать. Конечно, мы понимаем сейчас ситуацию Анны Григорьевны, но и всех семей СВО мы должны понимать, это наша обязанность. И все-таки надо очень пристально и внимательно относиться к просьбам и жалобам, особенно матерей СВО. С вами был Олег Желнин. До скорых встреч. — 2025 год почти завершился, а в историческом парке продолжается погружение в историю. Не упустите возможность посетить наши выставки. В преддверии Нового года начинает работу выставка «Елка, шарики, мороз. Рецепт Нового года». Познакомьтесь с любимым праздником поближе через знакомые и не очень. Что ж, всех с наступающим Новым годом и приходите к нам за вдохновением и новыми знаниями. Уважаемые абоненты, с 1 декабря у нас стартовала акция «Новый год без долгов». Среди физических лиц на прямых договорах на непосредственном способе управления при оплате до 30 декабря за ноябрь месяц в январе будет полностью списаны пени. Новый год без долгов.